кого-то самоизоляция, а у кого-то трудовые будни. Защитная маска и перчатки при себе. Зайнаб Измайлова на ногах с 8 утра. И так 5 дней в неделю. За день она с сумкой наперевес умудряется пройти около 6 километров. Почтальоном в Икажевском отделении связи Зайнаб работает уже 11-й год. Родилась, выросла и даже вышла замуж здесь. Поэтому можно смело утверждать, что знает в родном селе практически каждого. В это сложное время, конечно, максимально мы стараемся оказывать услуги клиентам. 100% доставка на дом. Все социальные выплаты наши граждане получают дома. Все пенсии, пособия, коммунальные субсидии. Мы всегда за газ, за свет, за воду, все берем коммунальные услуги через устройство МПКТ. Мы берем из дому. Большинство подопечных Зайнаб – пожилые люди, которые не могут выйти из дома. Поэтому для жителей 6 сельских улиц почтальон – неоценимый помощник. لازر حقيقة دقيقة حتى تشتى باغش خل دليل شيء بوخ بج لورجي يرجي صوم قد قرازي تخيط اشت خل بوخ اشت خل دليل شيء بوخ بج حبواش. Заказать доставку на дом, оформить подписку или воспользоваться любыми другими услугами можно дистанционно, через мобильные приложения или на официальном сайте почты. Но если визит в отделение отложить нельзя, о мерах предосторожности забывать не стоит. Защитная маска и дистанция в 1,5 метра, ее здесь разграничили специальной лентой, обязательные условия. В период пандемии у нас поменялся график. Мы работаем с 8 до 17. Раньше с 8 до 18 был у нас график, а сейчас поменялся с 8 до 17, и в субботу-воскресенье с клиентами не работаем. По заявкам доставляем посылки. Сейчас в период пандемии, сейчас новая услуга по заявкам, чтобы с людьми меньше контактировали. Доставляем на дом посылки. В мобильном приложении у нас есть такая услуга. Икажевское отделение почты – самое крупное сельское отделение в России. И это при том, что работает здесь только 11 человек. Но никто не жалуется. Выполнять сложную миссию, находясь на передовой – их святая обязанность. Они всегда придут на помощь, объединять города и страны, предоставлять все услуги, будь то пенсионные или другие социальные выплаты, без которых в это сложное время просто не обойтись. В такое тяжелое для всего человечества время они стоят на передовых позициях, оказывая жизненно необходимые услуги клиентам, всему населению. В период пандемии, чтобы люди могли самоизолироваться. Хочу выразить огромную благодарность всем почтовым работникам, своим сотрудникам за их смелость. Почта России – один из крупнейших работодателей в стране. Порядка 350 тысяч сотрудников. Посещают отделение ежедневно около 6 миллионов клиентов. Но это в обычное время. В период пандемии их стало почти в 3 раза меньше. Но не рисков подхватить коронавирус. Почтальоны, операторы, сортировщики и водители ежедневно рискуют своим здоровьем, чтобы доставлять отправления до своих получателей вовремя и без задержек. Многие жители тоже это знают и ценят. Стараются поддерживать их хотя бы добрым словом. К примеру, дети работников почты решили сделать это в стихотворной форме в рамках акции «Берегите почтальона». Берегите ваши семьи, не гуляйте до поры. Где-то по прохожих ждать приходится беды. Призываю вас к порядку. Дисциплина так важна. Это вас, мама, много, а у нас она одна. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.